Одним из центральных направлений программы «Городская среда», явившейся основным источником финансирования при возведении нового сквера юности, является поэтапное благоустройство мест массового отдыха горожан в центрах и муниципалитетах субъектов Российской Федерации. До сих пор для жителей микрорайона Восточной подобной площадки в пределах шаговой доступности не существовало совсем. По этой причине авторы проекта нового городского сквера постарались охватить почти весь спектр возможных услуг для организации досуга местного населения. Территорию, прилегающую к физкультурно-оздоровительному комплексу «Беркут», сегодня разделяет несколько функциональных зон, среди которых спортивная, детская игровая площадка, сидячие места, зона для выгула собак, парковка и дорожка с беговым покрытием по периметру. Установкой спортивного оборудования, подаренного городу в рамках поэтапного внедрения комплекса ГТО, занимались уфимские подрядчики. Подготовка остальной территории была доверена местной частной организации. Покрытие асфальта под спортивную площадку, то, что видите, прокладка тротуаров, и будет также детская игровая площадка, мини-детская игровая площадка для детей от возраста от 3 до 6 лет. Также предполагается освещение, осталось повесить светильники, также и благоустройство данной территории. Установка скамеек, урн для отдыхающих. Второй этап запланированных на объекте работ предусматривает организацию зоны выгула собак, велосипедной дорожки и мест для парковки. Работы в текущей стадии обещают закончить уже ко дню города. Однако многие заинтересованные горожане уже смогли испробовать на себе качество реализованного на объекте сервиса. 14 современных тренажеров, оборудованных по последнему слову техники, в свободное пользование горожанам. Пользователи социальных сетей шутят, мол, с таким оборудованием вообще не нужны абонементы в фитнес-клубы и неизменно беспокоятся о сохранности объекта. Однако сами конструкции смонтированы так крепко и надежно, что городским вандалам попросту нечем будет здесь поживиться. Конфигурации спортивного инвентаря, представленного в сквере в широком ассортименте, предусматривают возможность комплексных тренировок на все группы мышц. Отличительной особенностью тренажеров является замкнутый контур регулировки весов нагрузки. Диски не извлекаются, а лишь перетаскиваются на разные точки опоры, что исключает возможность их хищения. Другой противовандальной мерой может стать организация на этой территории круглосуточного видеонаблюдения. Не менее серьезно к вопросу организации охраны подходит и на другом объекте. Территория будущего игрового парка, прилегающая к Дому молодежи «Мир», имеет ограждение по периметру, что позволяет установить удобный график посещения и предупредить появление вандалов в темное время суток. Обширная игровая территория со своим Кремлем и Спасской башней с курантами обещает стать излюбленным местом семейного досуга сибайцев. По этой причине важно суметь сберечь драгоценное имущество. Детский игровой парк включает в себя 8 зон. Это песочная зона с различными игровыми элементами. Далее зона для детей, младших детей. Зона для детей среднего возраста. А также зона для детей с ограниченными возможностями. Да. Также предусмотрена спортивная зона. Там будут оборудованы турники, брусья. Воплотить такую сказку в жизнь на радость сибайской детворе стало возможным благодаря успешному участию нашего города в программе «Игра со смыслом», инициированной благотворительным фондом «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой. Меценатами было выделено более 7 миллионов рублей на приобретение детского инвентаря, монтажом которого сегодня занимается уфимская организация ООО «КСИЛ». Еще 2 миллиона рублей было выделено на подготовку прилегающей территории в рамках программы «Городская среда». Работа находится на стадии завершения. Сейчас приехали уфимские подрядчики, уже начали монтаж детской игровой площадки. На данном этапе нам остается заасфальтировать территорию. Далее уборка, вывоз мусора, ремонт крыльца тоже будет асфальтироваться. Отметим, что будущий игровой парк рассчитан на детскую аудиторию до 16 лет и адаптирован для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Все оборудование соответствует российским ГОСТам и европейским стандартам безопасности. Официальное открытие детского игрового парка намечено на 19 августа. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.